Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова и прогноз на неделю с 7 по 13 октября 2019 года для Овнов. Первая карта, основная энергия недели – это Королева Кубков. Это карта исполнения желаний. Это карта любви, радости жизни. Очень хорошие взаимоотношения в семье, между детьми и родителями, между партнерами, удовлетворение любых желаний. Эта карта касается также творчества, искусства. Очень интуитивная карта. Вообще, если это брать как вас самих, да, как человека, это значит, что вы очень дружелюбны будете на этой неделе, честными, прямыми, можете проявлять сочувствие, можете приходить на помощь, умеете выслушать. То есть у вас такие вот как бы душевные, очень хорошие качества открываются на этой неделе. Кроме того, эта карта говорит о том, что вам нужно задать себе вопросы. Вот что происходит у вас на эмоциональном уровне, да? Умеете ли вы держать эмоции под контролем? Может быть, вы пытаетесь всех спасти и про себя забываете. То есть спросите, что вам близко, да? Или, может быть, наоборот, что вы забыли для себя сделать, да, что не дает вам думать о себе, заботиться о себе, о своих чувствах. То есть разберитесь с тем, что вы чувствуете, да? Что происходит в вашем окружении, действительно ли вас все удовлетворяет. То есть стремитесь к этому душевному равновесию. Я достала 3 карты на недавнее прошлое. Это как раз те события, которые влияют на то, что происходит сейчас. Может быть, вы на них обратили внимание, может быть, нет. Но вот я специально их достала для того, чтобы вы осознали, да, какие-то важные вещи, которые происходили в недавнем прошлом. Потому что вот такое осознание, оно помогает влиять и на будущие события. Итак, 4 пентаклей, Паж кубков и карта Мир выпадают в недавнее прошлое. О чем это говорит? Скорее всего, у вас в недавнем прошлом заботы были о том, чтобы восстановить материальное благополучие вашей семьи, вашего дома. Может быть, были траты на обучение, на детей, может быть, были траты на какие-то праздники, может быть, еще что-то такое происходило, да, все, что требовало денег, требовало расходов. И вот у вас возникла такая необходимость в прошлом, да, чтобы восстанавливать это равновесие. И, в принципе, скорее всего, у вас это хорошо получалось, да, и это очень важно, для того, что будет у вас происходить дальше, потому что дальше у вас начинается период перемен, и вам надо спокойно себя чувствовать, нужно быть уверенным, что вы защищены материально и финансово для того, чтобы двигаться дальше. Кроме того, у вас в недавнем прошлом могли быть какие-то события, связанные, может быть, с детьми, да, может быть, кто-то из них там учится или студент, и у вас много мыслей, много эмоций уходило именно в эту сторону, да, и поэтому, конечно же, у вас много энергии ушло в эту сторону, которая требует восстановления, да, которая требует воссоединения назад с вами. То есть очень часто мы энергию свою тратим, распыляем, да, и становимся сами опустошенными, без сил. И вот сейчас пришло время для восстановления этой энергии, для таких маленьких радостей для себя. Вот, может быть, нужно будет вам самим поучиться чему-то. Может быть, нужно будет просто организовать себе время отдыха, когда вы просто хотя бы элементарные какие-то вот свои желания, которые вы откладывали из-за других людей, осуществите, да, на этой неделе. Вот, в принципе, у вас вот это прошлое, оно говорит о том, что вам необходимо сейчас заняться собой, заняться восстановлением сил. Кроме того, карта Мир, как недавнее событие, говорит о том, что вы, в принципе, закончили какие-то важные дела,
может быть, достигли каких-то важных целей совсем недавно, может быть, решили какие-то проблемы старые, да, и у вас как бы такой, может быть, был момент, ну, как самый важный такой пик какой-то, да, решение всех вопросов, и вы почувствовали, что вот все, закончилась какая-то ситуация, да, почувствовали, возможно, облегчение. Может быть, это касалось ваших взаимоотношений, да, в браке, может быть, такое наступило вот как бы единение, да, наступило счастье, то есть, скорее всего, вы много вкладывались, да, и вот теперь пришло, наконец-то, пришла награда, да, пришел успех вот в том, чего вы добивались. И еще эта карта говорит о том, что вы смогли расслабиться наконец-то, вы смогли сейчас быть собой, да, не играть никакую роль, то есть вам, в принципе, вот такое состояние счастья и удовлетворение всем, что происходит, произошло, да, вот это вот вам сейчас присуще. И вот это состояние, с этим состоянием вы переходите в новую неделю. Теперь, что вам за возможности открывает эта неделя? И карта повешенной говорит о том, что для возможностей у вас ну, для возможностей нужно использовать период перемен. То есть у вас сейчас в жизни один период закрывается, завершается, другой начинается. И вам нужно использовать это время для того, чтобы меняться, да, чтобы развиваться, чтобы расширять свои горизонты. То есть сейчас вам нужно каким-то образом начать действовать по-другому, не так, как вы привыкли. Но вам, скорее всего, трудно это сделать, потому что у вас сейчас все благополучно, да, и вы привыкли уже к такому комфорту, возможно, да, может быть, вам не хочется вот из этой зоны выходить. И в этом вся сложность. То есть вы можете как бы противоречить тому, что происходит в вашей жизни, да, противоречить вот этим переменам, то есть вы не хотите меняться, не хотите что-то в своей жизни улучшать, возможно, может быть, учиться не хотите или еще что-то такое. То есть вам трудно завершить вот этот период, в котором вам так комфортно, так счастливо. И очень трудно всегда менять свою точку зрения на что-то, да, а вот жизнь прям будет требовать от вас этого. И в этом как раз, вот в этих переменах, да, в этом изменении мировоззрения как раз и есть возможности для вас на этой неделе. Вот откуда придет помощь вам? Вот если вы, допустим, хотите все-таки что-то поменять, хотите каких-то планов своих новых достичь, то вам могут помочь в этом ваше окружение. Скорее всего, это будет касаться деятельности, скорее всего, люди, с которыми вы работаете, да, с которыми вы взаимодействуете по работе, по деятельности. Вот их доброе слово, их поддержка, их одобрение очень много будут значить для вас, дадут вам сил. Вот как раз для того, чтобы вы сдвинулись вот с этой точки, да, чтобы у вас появилось желание для того, чтобы меняться, для того, чтобы достичь каких-то новых своих целей. Почему-то на этой неделе вот все карты говорят о том, что вам нужно выходить из комфортного состояния и к новым целям начинать стремиться. Не знаю, есть ли они у вас уже, эти новые цели, но сейчас дальше посмотрим, что скажут карты. Для помех, да, откуда придут препятствия, выпадает карта умеренности, карта старшего аркана. То есть что может препятствовать вам в ваших новых планах, в ваших новых делах? Скорее всего, вы будете слишком осторожны, или, может быть, вы не захотите, вот, ну, то, о чем мы говорили, да, вы, может быть, хотите отдохнуть, вы, может, хотите подождать еще, вы, может быть, слушаете слишком свое окружение и не движетесь вперед, не двигаетесь вперед. И это для вас помеха, это для вас преграда. То есть
вот эта осторожность, она, конечно, нужна, но достаточно просто просчитать все варианты, да, поставить цели, просчитать все варианты, как вы будете их добиваться, и уже начинать действовать. То есть больше осторожности не нужно проявлять, не сдерживать свои желания, не стараться как-то умерить свои вот эти порывы, да, к изменению. То есть, если вы чувствуете, что что-то нужно менять, что что-то нужно новое начать, нужно это делать прямо на этой неделе, не откладывая. Давайте посмотрим, какие планы вам помогут осуществить вот то, что от вас требует жизнь. Какие планы? И выпадает десятка жезлов. Это говорит о том, что вы должны взять на себя какие-то обязанности в достаточном количестве. Для вас еще планы нужно выстроить. То есть, скорее всего, вам нужно все разложить по полочкам, но не просто какие-то ближайшие планы нужно расписать, но нужно подумать о далеко идущих планах. То есть, вообще, к чему вы стремитесь, куда вы хотите прийти. И вот эти как раз планы вам и нужны. Они будут касаться, скорее всего, карьеры, финансов, работы. Может быть, они будут касаться вашей судьбы в целом. Может быть, в эти планы вам желательно включить еще и какие-то такие достижения, поступки ваши, которые вызовут уважение окружающих, да, как-то ваш статус, может быть, поменяют. Давайте посмотрим, какие желания вам стоит осуществить на этой неделе, да, которые принесут вам пользу в будущем. И выпадает карта Маг. Эта карта говорит о том, что ваши желания о каких-то новых начинаниях, может быть, о изменении внешности, может быть, там о сбрасывании там лишнего веса, еще какие-то желания, которые вот именно вашей инициативы требуют. Вот их нужно осуществлять на этой неделе. Нужно, конечно же, быть очень осторожным, да, не нужно перегибать палку, но в любом случае, вот если есть какое-то желание у вас такое давнее, может быть, вы его, к нему долго шли, да, и оно у вас уже длительное время у вас присутствует, вот пришло время его реализовывать. Сейчас все возможности есть для этого. Какой совет дают карты для того, чтобы ваши желания реализовывались, ваши планы осуществлялись? И выпадает четверка мечей. Четверка мечей говорит о том, чтобы вы как-то уединились, да, побыли сами с собой для того, чтобы разобраться в себе, разобраться в том, чего вы действительно хотите, чтобы ваши желания были только вашими, чтобы они не были навязаны кем-то вам. Нужно обязательно сохранить вот эту индивидуальность свою, нужно обязательно почувствовать себя, почувствовать интуитивно свою жизнь, да, свои цели, свои планы. Вот тогда только все будет правильно. Вот такой совет карты дают. Давайте посмотрим, какое будущее, если вот вы, допустим, осуществите вот эти свои возможности, да, построите правильно планы, начнете правильно действовать, то какое будущее вас ждет тогда благодаря тому, что вы предпримете на этой неделе? И выпадает туз кубков. Это замечательные просто возможности. Туз кубков – это лучшая карта и для отношений, и для сферы деятельности. То есть для отношений это любовь, да, то есть любовь такая, которая не на один день, которая имеет возможность на долгие годы продолжаться. Для работы это какие-то неисчерпаемые ресурсы, для финансов это изобилие, то есть неограниченное количество. То есть если вы будете действовать правильно на этой неделе, то у вас открывается просто новая жизнь, новые возможности во всех сферах абсолютно. Давайте посмотрим,
результат, какой вы получите результат, если будете действовать подобным образом. Результат у вас 8 кубков. 8 кубков – это карта серьезная. Но опять же она подтверждает все то, о чем я говорила раньше, что вы сможете, вот допустим, если у вас сейчас такой период начинается в жизни перемен, но при этом эти перемены, они могут быть осуществлены только сознательно. То есть судьба вас не заставляет что-то начинать новое. У вас есть возможность оставаться в том состоянии, в котором вы сейчас есть. Но тогда вы не развиваетесь, тогда вы немножечко ваша энергия начинает застаиваться, вы не будете получать удовлетворение от жизни со временем. И вот если у вас есть какие-то желания, которые выходят за круг вашей привычной жизни, и вы решитесь на этой неделе их осуществить, то тогда для вас начинается новый период жизни. То есть для вас, может быть, это вам, конечно, будет и трудно, но это будет очень полезно для вашего будущего, для вашего нового развития. Эта карта говорит о том, что вы можете наконец-то стать зрелыми, да? Вы можете правильно оценить свою жизнь, вы можете как-то вот закончить этот период, пусть он даже хороший, пусть он дает вам такую стабильность, пусть он дает вам спокойствие, да, но все-таки он вас не развивает. И если вы это сознательно прям поменяете, то вас жизнь тогда отблагодарит очень. То есть вот этот туз кубков говорит о том, что вы не просто не потеряете вот то благополучие, которое сейчас у вас есть, вы приобретете много нового во всех сферах абсолютно. То есть вы сами инициируете свою новую счастливую жизнь. Дорогие Овны, очень значимая неделя для вас. Желаю вам набраться смелости и начать все-таки выходить на новые рубежи, да, в вашей жизни, инициировать какие-то новые события, меняться. Желаю, чтобы все получилось, и до новых встреч.